Я, безусловно, я очень много говорил, мне нужно предоставить слово Илье в том числе. А я вот сейчас поэтому, да, Илья, вы меня иногда, контролируйте, пожалуйста. Кто его там? Это приз за лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми. И обладателем этого приза становится Лятьева Алиса. 10 лет. Республика Коми, город Емва. Алиса со своим педагогом специально приехала в Сыктывкар, и они сейчас находятся... Я очень много говорил, мне нужно предоставить слово Илье в том числе. Поэтому, да, Илья, вы меня иногда, контролируйте, пожалуйста. Кто его там? Это приз за лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми. И обладателем этого приза становится Лятьева Алиса. 10 лет. Республика Коми, город Емва. Алиса со своим педагогом специально приехала в Сыктывкар, и они сейчас находятся... Я очень много говорил, мне нужно предоставить слово Илье в том числе. Поэтому, да, Илья, вы меня иногда, контролируйте, пожалуйста. Это приз за лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми. И обладателем этого приза становится Лятьева Алиса. 10 лет. Республика Коми, город Емва. Алиса со своим педагогом специально приехала в Сыктывкар, и они сейчас находятся... Я очень много говорил, мне нужно предоставить слово Илье в том числе. Поэтому, да, Илья, вы меня иногда, контролируйте, пожалуйста. Это приз за лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми. И обладателем этого приза становится Лятьева Алиса. 10 лет. Республика Коми, город Емва. Алиса со своим педагогом специально приехала в Сыктывкар, и они сейчас находятся... Я очень много говорил, мне нужно предоставить слово Илье в том числе. Поэтому, да, Илья, вы меня иногда, контролируйте, пожалуйста. Это приз за лучшее исполнение произведения композитора Республики Коми. И обладателем этого приза становится Лятьева Алиса. 10 лет. Республика Коми, город Емва. Алиса со своим педагогом специально приехала в Сыктывкар, и они сейчас... Добрый день, меня слышно? Да, добрый день. Да, добрый день. Да. Помогите нам, пожалуйста, собрать небольшую сумму, чтобы спасти жизнь ребенка. Владимир Иванович, слышно меня? Владимир Иванович. Закрытие секунд. А где ему все как-то? Вот сюда. Слышно меня? Слышно. Закрыть. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Очень много звуков сторонних. Здравствуйте всем, пожалуйста. Дорогие друзья, выключите, пожалуйста, все свои микрофоны. Здравствуйте всем, прошу вас всех выключить микрофоны. Так.
Надеюсь, что все выключили свои микрофоны, и мы можем с вами сейчас начать нашу с вами трансляцию. Всем добрый день. Добрый. Добрый день. Так, сейчас последние настройки, пожалуйста, потерпите чуть-чуть, друзья мои. Так. Так, очень приятно всех видеть. Пожалуйста, помашите рукой, если вы меня слышите. Замечательно. Мы иногда будем с вами делать вот такое селфи, скрин специально для того, чтобы можно было потом провести некоторый отчет о нашем с вами сегодняшнем мероприятии. Давайте начнем с того, что я должен представиться. Меня зовут Юрковский Владимир Иванович. Так, вид докладчика. Давайте начнем с меня. Так, вид докладчика у нас кто? Елена Косторнова, которая не выключила свой микрофон. Пожалуйста. Выключите, пожалуйста, микрофон. Так. Еще раз всех приветствую. Меня зовут Юрковский Владимир Иванович. Я выступлю сегодня модератором нашего мероприятия. Практическая конференция, которую организовывает Международный культурный фонд «Классика и современность», Международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской совместно с Центром народного творчества и повышения квалификации Республики Коми. Ну, как вы знаете, конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской всегда достаточно активен в своих новшествах, каких-то новых мероприятиях в рамках проведения конкурса. И сегодня для нас тоже попытка провести вот такое интересное мероприятие. Нам очень приятно, что сегодня с нами 36 регионов России. Я чуть позже перечислю эти даже регионы. Нам очень приятно видеть здесь такое большое, достаточно большое количество людей. Нам приятно видеть спикеров сегодняшнего мероприятия. Я вам тоже их всех представлю. Хочу добавить сказать еще раз о том, что конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской организован в 1993 году. Ну все, давай. Друзья мои, выключите, пожалуйста, микрофоны. Наверное, мне придется выключить звук у вас у всех. И я предоставлю слово президенту Международного культурного фонда «Классика и современности», председателю жюри Международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Вот она здесь, у нас в эфире, Ольга Александровна Сосновская. Ольга, пожалуйста, включите свой микрофон, и мы будем рады услышать от вас пару приветственных слов. Ольга, микрофон. Ольга, не включен микрофон. Так, сейчас я попрошу вас включить микрофон. Наверное, так. Друзья мои, мы работаем в рабочем режиме, поэтому если какие-то... Да, вот теперь Ольга Александровна включила микрофон. И Добрый день. Да, Вы пожалуйста. слышите меня? Добрый день. Да, мы вас слышим. Добрый день, все дорогие друзья, дорогие коллеги. Я рада всех приветствовать. Сегодня очень здорово, что мы все смогли сегодня собраться с вами. Я надеюсь, что это будет большой для нас пользой, потому что вместе мы сила. Я уверена в этом. И что мы найдем точку соприкосновения, мы поделимся тем опытом, который мы уже приобрели за это время, за год почти пандемии, и нам будет что рассказать друг другу. Я всех приветствую, желаю всем хорошего настроения, крепкого здоровья. Поэтому давайте приступим к спикерам. Нет звука.
Звука нет. Добрый день всем. Да, я включил звук, теперь меня слышно. Сегодняшняя тема нашей практической конференции, которая адресована преподавателям вокальных дисциплин и концертмейстерам, вокальные конкурсы в эпоху пандемии, опыт и практика. Основная тематика – обсуждение текущей ситуации по детско-юношеским вокальным конкурсам в России в современных реалиях, дистанционный формат, достигнутые успехи, задачи и пути решения проблем, ответы на вопросы. Ну, все здесь присутствующие зарегистрированные участники получили информационный лист. Вы все прекрасно знаете, по какому поводу мы сегодня собрались здесь. Формат мероприятия дистанционный, прямая трансляция в Zoom и прямая трансляция идет в записи на канал конкурса в YouTube. Поэтому вы потом в дальнейшем всегда сможете посмотреть эту сегодняшнюю нашу встречу на нашем канале, на канале конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Участники, руководители учреждений культуры и искусства, преподаватели вокальных дисциплин, концертмейстеры, организаторы вокальных конкурсов. Еще раз напоминаю, что регистрация была у нас сегодня бесплатная. От вас были приняты заявки, в которых вы отразили некоторые вопросы, которые вас волнуют, и наши спикеры ответят на многие из этих вопросов. Всего на сегодняшний момент у нас 32 вопроса. И кроме того, что спикеры расскажут нам о себе, о своих конкурсах, о том, с какими проблемами они сталкиваются на подобных мероприятиях, все это будет рассказано. И еще раз напоминаю о том, кто не знает, что всем зарегистрированным участникам будет отправлен в электронном виде сертификат участника сегодняшней конференции. Мы постараемся, конечно, уложиться в 1,5 часа, но если мероприятие затянется, прошу вас оставаться с нами до конца. Я надеюсь, что мы будем очень лаконичны и кратки. И все-таки я бы хотел от себя сказать, назвать географию нашей сегодняшней конференции. Коротко. Город Воронеж, Иваново, Курган, Москва, Сочи, Тула, Калуга, Кемерово, Нижний Новгород, Краснодарский край. Республики Башкортостан, Бурятия, Карелия, Коми, Крым, Мариэл, Татарстан, Хакасия, Владикавказ, Архангельская область, Вологодская, Волгоградская, Иркутская, Калининградская, Липецкая, Московская, Новосибирская, Самарская, Ростовская области, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ульяновская, Челябинская, Украина и Республика Беларусь. Друзья мои, нам очень приятно всех вас здесь видеть. Я иду по своему плану, поэтому хочу представить вам теперь наших сегодняшних спикеров. Опять же, не буду зачитывать их достаточно обширные большие регалии, назову только их имена и какой город они сегодня представляют. Это Смелкова Татьяна Дмитриевна, город Санкт-Петербург. Сосновская Ольга Александровна, город Сыктывкар. Лащенко Елена Веленовна, город Москва. Шентяпина Инна Викторовна, город Ялта. Кто еще не выключил микрофон? Пожалуйста, я вас очень прошу. Ольга Леонидовна. Ольга Львовна. Так, я ее выключил сам. Потом включи, Ольга Львовна, ваш микрофон. Да. Косибород Ольга Львовна, город Москва. И, к большому сожалению, сегодня буквально мне утром позвонил Андрей Алексеевич Устинов. Он сказал, что по объективным обстоятельствам он не сможет принять участие в нашей конференции. Но, тем не менее, мы все на связи. Если у вас будут к нему непосредственно какие-то вопросы, вы можете задать их ему на электронный адрес, на адрес Ассоциации музыкальных конкурсов России, ну или через нас, через организаторов сегодняшней конференции, через наш международный конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Хочу отметить, что наш конкурс входит в Ассоциацию музыкальных конкурсов России с 2005 года. Наша биография достаточно обширна, достаточно стабильна. С 1993 года мы регулярно проводим наши конкурсы, в чем наше, конечно же, большое достоинство. И являемся сегодня передовиками в этой области и являемся единственным в России конкурсом, путешествующим конкурсом. Вы знаете, что мы проводим конкурсы в Красноярске, в Петрозаводске, в Санкт-Петербурге, будем проводить в Краснодаре, в Москве. Друзья мои, итак, я предоставляю слово первому спикеру нашей сегодняшней встречи, Татьяне Дмитриевне Смелковой. Татьяна Дмитриевна, мы вас все рады видеть на нашей встрече, на сегодняшней конференции. И вам слово, пожалуйста. Спасибо большое, Владимир Иванович. Спасибо большое, Ольга Александровна.
я очень рада, что мы затронули такую очень важную тему, как детский голос и конкурсы, потому что вокруг детского голоса очень много ходит споров. Вообще, стоит ли заниматься академическим пением, не стоит заниматься. И большие профессионалы, одни считают, что да, надо заниматься, другие считают, что не надо заниматься. Но практика показала, что действительно надо с детского возраста заниматься академическим пением. Примеров так очень много. Мария Каллас, Тути Даль Монте, наша Лежнева, замечательная певица, которая с детского возраста занималась, и, как вы знаете, лауреат международного конкурса Елена Васильевна Образцова. И, кстати, этот конкурс замечательный, потрясающий конкурс Елены Васильевны Образцовой, который на протяжении многих лет выявляет талантливых детей. Но наряду с таким конкурсом, как Елена Васильевна Образцовой, юных вокалистов, есть потрясающие еще конкурсы. Это конкурс Ольги Сосновской на приз, вернее, на приз Ольги Сосновской конкурс юных вокалистов. Замечательный совершенно конкурс, посвященный Заре Долухановой, где есть категории юных вокалистов. И есть еще ряд конкурсов, но нужно сказать, что наряду с этими замечательными конкурсами, которые действительно живут уже долгие годы, если мы сейчас с вами говорим о конкурсе 20-м юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, то это о чем-то говорит. Значит, конкурс зарекомендовал себя, конкурс справедливый, что очень важно. И вообще, что такое конкурс? Конкурс – это такая хорошая работа команды. Сначала это, конечно, организационный момент, потому что без хорошей организации все конкурсы проваливаются. Я честно вам скажу, что приглашают меня очень часто на всякие конкурсы, но есть конкурсы, так называемые однодневные, которые не оправдывают и которые не несут тех целей и той направленности по постановке голоса именно детей. Поэтому сейчас, конечно, хочется говорить о конкурсах, которые благополучные, которые на протяжении многих лет себя оправдали, которые востребованы, на которые стремятся. А стремятся почему? Потому что замечательная организация и, конечно же, качественное, достойное жюри, которое действительно оценивает и выявляет именно талантливых детей. И поэтому на эти конкурсы стремятся. То, что показал последний конкурс, 19-й, на приз Ольги Сосновской, это говорит о том, что даже в дистанционном формате этот конкурс является очень престижным, и на него стремятся дети и педагоги, которые работают с детьми. Они понимают, что это конкурс очень серьезный, что конкурс по качеству детей, по качеству подготовки детей, это действительно так. Я говорю это не голословно, потому что я много лет работаю в этом конкурсе, и я вижу даже культуру этого конкурса, что очень важно для детей. Понимаете, не просто дети выходят, но они уже знают, что они выходят на конкурс там Сосновской, на конкурс Елены Васильевны Образцовой, на другие конкурсы, которые достигли вот такого уровня, где рассматривается детский голос как начало профессиональной деятельности. Понятно, что не все дети там пойдут по этой стези, что не все станут вокалистами серьезными, но то, что они это любят, и то, что это сейчас востребовано, и дети получают от этого заряд эмоциональный, заряд определенного духовного начала. Это здорово, и это только можно приветствовать. Хочу вам сказать, что недавно совсем после конкурса Ольги Александровны дистанционно мы провели, Институт музыки, театра и хореографии Герценовского университета провел конкурс
7-й по счету, который называется «Санкт-Петербург в зеркале мировой музыкальной культуры». Мы получили тоже действительно очень много заявок. И ну, у нас там есть еще и взрослые категории, но заявок было много. И то, что касается дистанционного проведения таких конкурсов, здесь, конечно, есть и положительные, и есть отрицательные моменты. Что отрицательного? Конечно, отрицательно я считаю, что дистанционно проводить конкурсы можно и, конечно, и же нужно, но нужно, конечно же, понимать, что дистанционное прослушивание очень сложное прослушивание, потому что разные записи, разные залы, дети не все формируют еще звук до конца на дыхании и, скажем, резонатор. Я понимаю, что вы сейчас думаете, что, конечно же, они дети, но дети, которые правильно сейчас занимаются в студиях, в музыкальных школах, именно этим видом искусства, они уже, многие понимают, что это самый трудный вид искусства, что это большая работа, и дети, которые от природы одарены голосом, слухом, музыкальностью, они заболевают этим видом искусства. Они хотят, особенно когда они какое-то время уже находились на сцене, когда они получали благодарные аплодисменты зрителей, понятно, что они заражаются этим, им хочется выходить на сцену. И, конечно же, дистанционное проведение таких конкурсов, оно немножко сковывает, потому что дети все равно хотят, как и взрослый исполнитель, он должен выйти на сцену, он должен посмотреть в глаза зрителю, он должен выразить, и это гораздо легче, потому что он чувствует зал, и его эмоции передаются. Здесь же, конечно, немножко сковано, но практика показала, вот проведя вот эти конкурсы и на других конкурсах, куда меня приглашали в течение уже этого нашего времени пандемии, я для себя тоже сделала вывод, что конкурсы дистанционно, конечно, в этих условиях трудно проводить, потому что дети выходят из формы, как и, собственно, и взрослые. Театры не все работают. Если работают, то с переменным успехом, зрительским я имею в виду, то пускают четверть зала, то ползала, поэтому это тоже трудности. Но детские выступления, конечно, в этом плане тоже имеют свой отрицательный характер, потому что записать, как бы, чтобы это было качественно, для этого тоже нужно приложить труд. Но когда качественная запись и когда дети понимают, что они поют дистанционно, и все равно это как притягивает, и то, что мы слушали вот на этих конкурсах, сейчас в дистанционном формате, это видна все равно отдача, во-первых, ребенка и отдача педагога, потому что во всем, даже внешне, дети проявляют культуру. Но еще раз скажу, что записывать очень трудно, условия тоже, возможно, не у всех есть замечательные, чтобы можно было красиво и все записать. И поэтому вот здесь есть вот такой вот момент, когда, может быть, что-то теряется, да, у детей, потому что на запись не все ложатся голоса, и когда не сфокусированный голос, не точно попадает в фокус и на дыхание, то понятно, что сидящие жюри, члены жюри, они это сразу видят и слышат. Но есть такой момент здесь, что когда ребенка записывают, он может не один раз прослушать себя, и педагог прослушать, и сделать выводы, проконтролировать и проанализировать свое пение, потому что не всегда в классе это делается, хотя это очень полезно. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что
конкурсы дистанционно, мне кажется, они в принципе могут прижиться, но при хорошем, уже, так сказать, после пандемии, если мы ее, дай бог, пройдем, на что мы все уповаем и рассчитываем, то это тоже будет иметь место, потому что, еще раз хочу повториться, что многие дети, и не только дети, вышли из формы, потому что вообще было закрыто, нельзя было ни заниматься ни в школах, ни в вузах, ни в колледжах. Поэтому то, что мы сейчас слышим, вот это рвение детей и то количество, которое приходит, участвует в конкурсе, это говорит о многом. А вообще, на самом деле, сейчас детский голос – это какой-то бум, все хотят петь, и все хотят участвовать в концертах, конкурсах и так далее. Хочу вам сказать, что вот из-за пандемии мы перенесли уже второй раз конкурс имени Бориса Тимофеевича Штоколова, конкурс большой, и мы за неделю, к сожалению, к великому, за неделю перед закрытием нас на карантин, нам пришлось отказаться от конкурса, естественно. Конкурс большой, было 330 заявок. Это был юбилейный год Бориса Тимофеевича, 90 лет ему, и у нас были очень серьезные мероприятия в Мариинском театре. В концертном зале должен был быть гала-концерт, посвященный Борису Тимофеевичу, открытие в Эрмитажном театре, закрытие в капелле, шикарные залы, потрясающие жюри международное, это Швейцария, Австрия, Польша. И я хочу сказать, что и наши прославленные педагоги моей кафедры, это Лариса Андреевна Шевченко, народная артистка СССР, это Ольга Владимировна Бородина, народная артистка России, потрясающая меццо-сопрано, потрясающая певица Копылов. И, конечно же, очень обидно. Мы перенесли его на 22 год, к сожалению, потому что хотим это сделать очно. Почему объясню? Потому что это большой конкурс, настоящий конкурс уже взрослых певцов, правда, включая колледжи, и это консерватории, это институты искусств. И, конечно же, хочется, чтобы это было живое исполнение, потому что это один зал, когда проходит конкурс, это один зал, одна акустика, и это совершенно другое ощущение. Мы очень надеемся, что это все-таки произойдет в 2022 году, и я приглашаю для участия в этот конкурс, Бог даст, он состоится. Ну и если есть какие-то вопросы, хочется очень много сказать еще, но я думаю, что я не буду больше занимать ваше время. Пожалуйста, есть вопросы, я готова ответить. Да, Татьяна Дмитриевна, спасибо огромное за именно тот лимит, который вы выдержали, да, в своем выступлении. Я вам пересылал вопросы, которые были отправлены участниками нашей конференции. Вы посмотрите, пожалуйста, да, и чуть позже, может быть, или вы сейчас готовы на некоторые из них ответить? Ну, давайте я немножко, да, я распечатала, у меня тут все есть. Хорошо, посмотрите, пожалуйста, и потом мы с вами еще раз встретимся в эфире. Да, может быть, самые актуальные будут вопросы, так я готов буду ответить. Хорошо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое, друзья мои. Я предлагаю перейти к нашему следующему спикеру и хотел бы предложить выступить нашей гости нашего конкурса Ольге Львовне Касибарот. Ольга Львовна, пожалуйста, вам слово. Вам слово. Да, благодарю. Добрый день. Я не знаю, меня видно, не видно? Так, видно. Ну, наверное, видно. Да, вас видно, все замечательно, спасибо. Спасибо. Вы знаете, во-первых, я вам благодарна за эту конференцию и за то, что вы пригласили меня к участию в ней. Я еще раз повторю, поскольку вы охватываете сегодня вообще всю Россию,
Ну, уже грех не прорекламироваться тут сразу же. У меня международный конкурс духовной музыки, хоровой конкурс «Хрустальная часовня», который вот в этом вынужденном формате превратился второй раз в дистанционный. Надеюсь, уже в мае проведем нормально. И мы, поскольку очень актуальны, это сейчас вокальные конкурсы, то у нас появился и дистанционный вокальный конкурс. Я позволю себе сразу отвечать на вопросы, которые были присланы. И в процессе ответов, я думаю, что все, что хотела сказать, постараюсь сказать. Ну, ответить, сохранится ли дистанционный формат проведения конкурса, никто не знает. И когда будут сняты ограничения, тоже никто не знает. Единственное, что мы должны все понять, что мы, ну, мне кажется, что мы все должны понять, что мы вошли совершенно в другую эпоху, и, скорее всего, вот этот дистант, который нас поглотил, если вы помните начало пандемии, март, все кричали ужас, ужас, кошмар, кошмар, заниматься нельзя, петь нельзя, все нельзя. Смотрите, как-то потихонечку перестроились. И сегодня даже будут вопросы, я так понимаю, о том, как заниматься в дистанте. То есть мы с вами все равно попали в такую ситуацию. Я как хоровик, конечно, против дистанционных конкурсов. То есть, ну, не то, что против, но это противоестественно. Так же, как и для вокалистов. Ничто не заменит твоего влияния на публику. Понимаете, через экран это одно, а живьем совсем другое. Вы все это понимаете, и все, кто нас слушает, понимают. Поэтому, мне кажется, даже обсуждать это не стоит. Но как будет, так и будет. Можно ли считать дистанционное участие равнозначно очному? Точнее, надо решить, для чего у нас все-таки конкурсы. И тут как бы будет ответ на все остальные массу вопросов. Ну, давайте сначала скажем о плохом. Мы поставлены в некие условия, при которых конкурсы обязательны. Это вопросы аттестации. Это плохо, это нехорошо, это неправильно. Но наши педагоги вынуждены очень часто предоставлять свои достижения в виде дипломов с конкурсами. Поэтому мы с вами от конкурсов не избавимся, и конкурсы вот таким образом внедрены. Это я о плохих конкурсах, про хорошие говорить не буду. А теперь про хорошие. Мы все с вами работаем для кого-то, для публики. Конкурс – это, собственно, что я вам рассказываю, и мне неудобно даже, что я вам рассказываю, все это знаете. Но я просто говорю, что конкурс – это возможность показать свою работу для нас с вами, а для них, для тех, кто поет, для маленьких, для юных, это главная радость. Ну какая еще может быть радость? Вышел на конкурс, показал, чему тебя научили. Ну, по-моему, поэтому без конкурсов мы вряд ли сможем с вами обойтись. И я считаю, что, я думаю, и вы так считаете, что, конечно, подготовка к конкурсу – это очень большой шаг в работе с ребенком, со взрослым, с тем, кто обучается. И, конечно, это очень большой толчок для его развития. Поэтому, конечно, конкурсов всегда было очень много, уже не один век это происходит. И вот этот соревновательный момент, он очень полезен. Вот дальше идут, как определить эффективные конкурсы, как сохранить уровень, как отсматривается жюри. У меня свой взгляд на эту вещь, я думаю, что он совершенно нормальный. Если вы идете на конкурс только для того, чтобы получить диплом, вам совершенно все равно, какой конкурс. Но если вы хотите получить от конкурса все лучшее, что он может дать, ну, посмотрите, если у Сосновской конкурс проходит 20-й год, почему вы идете на конкурс, который проходит 2-й год, неизвестно где? Если вы, ведь когда говорят, ой, вот здесь есть один вопрос, жюри плохо отсматривает, жюри вообще не отсматривает, и вообще как, в общем, какие-то негативные вещи. Ну так вы посмотрите, на какой конкурс вы идете. Должно быть несколько параметров. Вот здесь просят как-то унифицировать подходы к конкурсам. Это, конечно, хорошо. Я для себя унифицировала. Первый параметр. Ну, посмотрите, сколько лет идет. Конечно, наверное, появляются новые молодые конкурсы, их тоже надо поддерживать. Ну, это ладно. Вот конкурс идет много лет. Посмотрите, в каких он проходит залах.
Это ведь тоже очень важно. Вот только что Татьяна Дмитриевна говорила о конкурсе. Она говорила, что он будет в Мариинке, что он будет не потому, чтобы представить, какой-то будет конкурс, а потому что показать, в каких шикарных условиях смогут вокалисты показать свой голос. Как это? Я правильно говорю? Правильно, конечно, потому что это очень важно. Одно дело, когда ты поешь на сцене ЖЭКа, и другое дело, когда вокруг тебя шикарная акустика, и конкурсное выступление становится праздником, даже если ты вообще все проиграл. Поэтому посмотрите, где вас будут слушать, хотя бы в конкурсное прослушивание, чтобы вы не попали в ужасные условия, когда нельзя определить, что вы делаете. Третье, посмотрите, кто в жюри. Почему вы идете на любой конкурс, в котором в жюри сидят зав. Отделом культуры, методист районного дома культуры. Я не говорю, что они плохие люди, я даже не говорю, что они без образования. Наверное, они чудесные. Но посмотрите, все-таки должны сидеть люди профессиональные, которые имеют опыт работы. И еще одно. Я кого-то, может быть, обижу, но совершенно не хочу обижать. Есть многопрофильные конкурсы. Мы танцуем, поем, играем, читаем стихи, снимаем кино, показываем драматические спектакли и берем публику от 6 лет до 99. А сидит одно жюри. Ну, я не могу судить танцы, хоть вы меня убейте. Сажайте меня в жюри. Конечно, у меня красивые всякие звания, должности. Это будет красиво отмечено. Но я не смогу жюрить. Поэтому посмотрите, кто в жюри. И тогда все вопросы, которые вы сейчас задали, они просто отпадут. Я надеюсь, что время свое я пока не переборщила. Вы мне, пожалуйста, скажите, Владимир Ильич, когда я буду уже очень долго, вы меня сразу остановите сами. Все в порядке, все в порядке. Да, вы пишете, что конкурс, вот вопрос. Вот конкурс Сосновской является примером конкурса хорошей организации. Ну так вы, когда выбираете конкурс, опять-таки, ну вы посмотрите, как он организован. Не надо жаловаться. Жалуются, опять-таки, неправильно выбрав то, что вы хотите получить. Конкурс – это очень большая работа практическая для тех, кто организует, и для тех, кто туда приходит. Ну так поработайте вместе с нами. Помогите нам сделать этот конкурс хороший. И дальше здесь есть, здесь есть одна сложность, вот, которую я хочу сказать. Она уже не относится к организации. Вот один методический вопрос. Но, понимаете, ответить на вопрос, как проводить занятия и как выбирать репертуар для детского хора разного возраста и способностей, ответить в процессе практической конференции в течение 15 минут невозможно. Для этого надо закончить музыкальную школу, музыкальное училище, институт, 128 лет проработать и потом вот так вот за 3 минуты рассказать, как проводить занятия, как подбирать репертуар и как с ними работать. Ну, я этого сделать, к сожалению, не могу, может быть, кто-нибудь сможет. Но я хочу сказать о значении конкурсов. Вот это у меня наболело. Ну, первое. Когда вы работаете в дистанте, когда вы отсылаете материал на дистанционный конкурс, ну, послушайте, что вы отсылаете хотя бы. Послушайте, чтобы у вас концертмейстер, чтобы у вас микрофон стоял не в рояле концертмейстера, а хотя бы как-то около поющего. Потому что рояль всегда слышен, поющий тихо вякает, это надо оценить. А особенно, если маленький ребенок, его забивают 100%. Хоры, но я болею за хоры, за вокалистов, вы настолько, у вас настолько много своих конкурсов и настолько самодостаточно, я не буду выступать по поводу вас. Ну, и вокалист мне безумно жалко, особенно детей. Ну, взрослые ладно могут перекричать, но маленькие-то не могут. Ну, просто послушайте. Да, с техническим сложно, но почему вы берете на себя смелость выставить своего ребенка в плохом виде? Сейчас, слава богу, столько людей, которые что-то умеют. Ну, позовите кого-то, не за деньги. Маму, папу найдите технически подкованную. Ну, пусть поставит микрофон правильно. Теперь, что еще такое конкурс? Я про хоровой конкурс. Вы смотрите не своего ребенка, а вы смотрите всех, кого вам показывают. Я сейчас про хоры.
я не трогаю вокалистов, друзья, ради бога, извините меня, поскольку здесь и хоры как-то упомянуты, я о больном. Ну, посмотрите, вот вы прислали на конкурс запись. Я сейчас просидела на 2 конкурсах в жюри. Я о своем не говорю. «Хрустальная часовня» – это, я позволю себе сказать, конкурс высокого уровня. Наш жюри, оно очень высокопрофессиональное. Кстати, Ольга Сосновская тоже является членом нашего жюри. А хоровики у нас, ну как, синодальный хор, завкафедрой Московской консерватории дирижерско-хоровой, дирижеры из Белоруссии, Грузии, Прибалтики. Ну, в общем, у нас очень высокий уровень, мы поем духовную музыку, поэтому я о наших не буду говорить. Но вот сейчас дистанционный конкурс хоровой нам присылают. Посмотрите, кто участвует, посмотрите на себя. Ну, я такой глупости скажу, вокалисты меня, наверное, сейчас очень поймут. Ну, одевайте вы детей прилично. Но ведь выходят в таких костюмах, они же выходят не на зарядку, они же выходят артистами. Но вы оденьте артиста красиво, к хорам это относится очень, потому что когда выходят наши интеллигентные ансамбли, красиво одетые в форму, сейчас мне скажут, ой, у нас нет денег на костюмы. Но простите, одеть черные, красные, зеленые туфли в одном хоре, для этого денег не надо, для этого надо просто попросить, пожалуйста, оденьтесь одинаково. Вот я говорю, может быть, такие очень простые вещи, но когда жюри смотрит, оно видит. Оно видит плохо. А что такое плохо одетый ребенок? Это не бедность, это пренебрежение к сцене. Сцену надо уважать. Вот вы меня извините, ради бога, но вот как-то мы воспитаны были так. На сцену надо выходить с уважением и с любовью к сцене, с любовью к зрителям. Вы выставляете хор или певца. Вы что, не слышите, что он грязно поет? Вы что, не слышите, что он неправильно поет? Вы его зачем послали? Чтобы получить диплом? Вы получите диплом участника и сразу напишите жалобу. Жюри плохо слушает, жюри не отслушивает, мы не видели, что нас слушали. Кто виноват? Выберите конкурс такой, который вы можете осилить. Выберите конкурс, в котором ребенок будет чувствовать себя хорошо, и вы будете себя чувствовать хорошо. И вот извините, что я об этом говорю, но наболело. Мне просто очень жалко. Не потому, что я такая вот прямо сильно нудная дама, и говорю, боже мой, все должны петь прямо гениально. Да нет. Вы должны соревноваться, вы должны приезжать на конкурсы, вы должны участвовать в этом. Для вас эти конкурсы. Но делайте так, чтобы не огорчались ваши дети. Делайте так, чтобы не огорчались педагоги. Все, замолчала. Ольга Львовна, что вы, я просто вышел в эфир для того, чтобы вот передать вам вопрос от княжевой Татьяны. Она задает вам личный вопрос. Скажите, как вы занимаетесь дистанционно с хоровым коллективом, если это происходит такое? Во время ограничений мы занимались каждым отдельно, так как технически с группой заниматься трудно из-за звуковых задержек. Я побоялась. Да, я побоялась отвечать на этот вопрос, потому что я просто не занималась. Значит, что я вам могу рассказать про наши московские коллективы? Значит, кто-то ходил в садик заниматься, ну, в смысле, в парк. У меня прям фотографии есть. Сидят в беседочке далеко детки и занимаются. Кто-то занимался, да, так отдельно учил партии. Кто-то занимался по зуму. Это все очень сложно. Я считаю, это где-то от лукавого, потому что записи хорошие есть. Если нет хорошего звукорежиссера, если нет хорошего звуковика, который все это сведет, в общем, практически хорошо мало у кого получается. Занятия по одному, да, они дают все-таки дают пользу, ну хоть они партии выучат. У нас есть замечательная такая Ольга Островская, может быть, как-то ее послушать, она вот ни телевизор не смотрит, не участвует во всех конференциях, работает совершенно гениально с детьми. Они у нее записывали во время пандемии сложнейшие, выученные, прямо вот там сами. Что такое случается, что стоит перед выбором, понимаешь, выбор.
Оксана Львовна, секундочку, у нас что-то со связью. Сейчас мы вас... Я имею в виду, микрофон у вас почему-то выключился. Вот теперь Я опять не... Все, включился. включилась, да. Все, Да, пожалуйста, извините. вы меня закрывайте. Нет, просто случайно выключился, да, микрофон. Да, ну вот, в общем, я технически не очень подготовлена, я попробовала со своим хором, но у меня женский хор, попробовала записать, ну мы так быстро записали в зуме, мне не понравилось, я решила это не выставлять, ну, работать или хорошо, или никак, или чтобы был хороший звуковик. Простите, я еще скажу, знаете, вот сейчас Татьяна Дмитриевна сказала, ой, что-то все хотят петь. Вот вчера закрылся финал шоу «Ну-ка все вместе», где я вот уже 3-й год сижу с радостью большой, с радостью и с горечью. Вот сегодня у нас все члены жюри переписываются. Понимаете, поют, ну, у нас взрослые люди, а дети тоже. Вы тоже смотрите «Дети. Голос». Поют западную музыку только. Русского вокала нет вообще ни в каком виде. Русский вокал, вероятно, потому что требует несколько, ну, и язык другой, и все другое, вероятно, другая подготовка, другая кантилена, все другое. Не поют, не знают. В конкурсах звучит только англоязычная музыка, слава богу, что англоязычная, хоть я не знаю какая, ну хоть бы на хинди пели уже, ну хоть что-нибудь бы, понимаете? И когда вы, вот если посмотрите это шоу, вы увидите, в каком шоковом состоянии была наша вся стена, там 100 человек сидит, когда пришла прекрасная девушка и пела русскую народную песню «Ой ты, реченька», которую вы все знаете наизусть. Понимаете, 100 человек, профессионалов, вот прям все такие, я-то вообще никакая, а они прям все такие, эстрадники, все знаменитые, все слезы текли рекой. Но вот это слезы текли рекой, мы прилики доносим. И вот это мне тоже очень жалко. А все рвутся, ну я как хоровик болею, все хотят сольно петь, все хотят сольно. А я так хочу, чтобы все пошли в хор, потому что все, кто поют сольно, и даже Образцова, все выходили из хора. Потому что сначала надо обязательно, вот как вы хорошо сказали, академическое пение, конечно, надо, это прекрасно, но когда 6-летний ребенок выходит петь «Царицу ночи», господи, да сердце же обрывается. Может, что-то все-таки начать с академически детского, я не знаю. А как, ой, тут еще написали про репертуар, вот эта девушка. Я за 2 минуты не могу объяснить, как выбрать репертуар, но я точно знаю, что если ты поешь Моцарта, это не пионерская песня, но не знал Моцарт про пионеров. Поэтому нельзя петь Моцарта пионерским звуком. И нельзя его петь с задором пионерской организации. Хотя я очень люблю пионерскую организацию, понимаете? Поэтому как выбирать репертуар? Это зависит от вкуса, от обучения и от того, как много вы видите и слышите хорошей музыки. Все, я замолчала. Спасибо большое. Спасибо большое. На самом деле, я просто добавлю 2 слова, да, вот после вас, что если, когда вопрос возникает, что же нам делать хорам, да, в плане участия в конкурсе, очень много сейчас идет роликов в интернете, да, с участием хоров. Но мы понимаем, что это студийная запись, что это монтаж, что это профессионалы работают, да, и это больше всего именно как рекламный ролик, как концертный какой-то ролик, но не конкурсный вариант, потому что члены жюри, безусловно, понимают, в каком качестве все это представлено на конкурсное прослушивание, да. Можно еще одно слово? Мы поэтому в конкурсе, у нас 2 типа записи. Мы берем концертную запись, предположим, которую они успели сделать прямо до пандемии. Ну, у кого-то были концерты. Я вот успевала в промежутке давать прям живые концерты. У нас 2 типа записи. Или запись концертная, или, честно, запись студийная. Это разные вещи. И оцениваются они абсолютно по-разному. Поэтому 2 номинации. И жюри... Ой, и конкурсы чаще всего честные, ребят, потому что мы работаем все-таки честно. Проверяйте, какие конкурсы. Спасибо большое, Ольга Ивановна, спасибо огромное. Друзья мои, а мы давайте попробуем перенестись в Ялту. И предоставим сейчас слово Шинтяпиной Инне Викторовне. Инна Викторовна, если вы с нами, я прошу прощения, не проверил, если вы с нами здесь, включите микрофон, и мы сразу же вас увидим здесь в эфире как докладчика. Так, Инна Викторовна.
Ну, давайте мы попробуем с ней связаться несколько иначе. А сейчас тогда, если Елена Веленовна с нами, если она готова, Елена Веленовна Лащенко, город Москва, человек, который занимается организацией подобных конкурсов. Давайте предоставим ей слово. Елена Веленовна. Так. Лащенко Елена Веленовна. Включите, пожалуйста, микрофон. Тоже почему-то пока ее нет с нами. Ну, хорошо. Ольга Александровна. Все наши спикеры почему-то отошли, видимо, в этот момент. Так, хорошо. Давайте сделаем так. Елена Веленовна Лащенко, Ольга Александровна Сосновская, Шинтяпина Инна Викторовна. Если вы с нами, то, пожалуйста, подключайтесь. А я может быть, кое-что отвечу от себя, отвечу на какие-то вопросы, которые нам прислали участники нашей конференции, потому что, безусловно, я являюсь основным организатором конкурса, международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, и отметил для себя некоторые вопросы, на которые, безусловно, наверное, я имею право на них отвечать. Ну вот, Филиппова Ольга Анатольевна, город Москва. Ольга Александровна. А я вас не вижу просто. Так, сейчас, одну секундочку. Так, Елена Веленовна, вижу. Включаем звук. Так. Сейчас, друзья мои. Елена, я включаю звук, почему-то... Ну вот теперь включил, потому что вы нам принудительно включили микрофоны, и мы их не можем от себя включить. Это функция администратора. Да, все, я понял, хорошо. Ага, и Шинтяпина тоже присутствует, я ее очень хорошо лично знаю, больше 20 отлично, лет. хорошо. Все, вижу, да. Так что, да, мы здесь, мы присутствуем. Ну, что хочу сказать, что у меня была подготовлена презентация, но я ее, наверное, демонстрировать не буду. Если кому-то интересно, потом, может быть, вы ее поставите куда-то в трансляцию или меня запросить, потому что как раз я хотела продемонстрировать вот эти современные IT-платформы, которые позволяют сейчас проводить качественные прослушивания, качественно отражать практически как на телевидении, как в студии телевизионной, онлайн-трансляцию, работу одновременно и жюри, и показы записей конкурсантов. Да, технология очень дорогая, разработана несколькими странами при серьезных инвесторах, европейских банков и так далее. И сейчас это, конечно, очень популярно, и в Европе это будет, и в России, конечно, распространяться. Мы вошли туда как партнер в эту программу, и я думаю, что она, конечно, несмотря на все наши желания вернуться в нормальный формат, вот как нам задают вопрос, что будет, вытеснит ли онлайн-проекты офлайн. Не вытеснит, но потеснят однозначно, потому что куда теперь без них деваться? У нас наступил 21 век, и эра такая информационных технологий, которые будут нам дальше диктовать, как образование дистанционно проводить, как вообще жить нам отчасти дистанционно. Никуда мы от этого не денемся, потому что это зависит от тех тенденций мировых, в том числе и мировой экономики, которые сейчас в эти сферы вливаются очень огромные деньги, и они пухнут на глазах. Один Zoom в 200 раз за год как бы увеличил свою, именно потенциал, да, вы понимаете, что мы никуда не денемся от этого. Поэтому, конечно, надо в первую очередь научиться работать в новых условиях, как вот Ольга Львовна правильно сказала, записи тоже надо уметь делать. На сегодняшний день все конкурсы страдают от того, что нет осознанности, как происходит процесс записи вот этого самого конкурсного номера. И здесь даже дело не в дорогих деньгах, можно с айфонов все делать, буквально уже на сегодняшний день. Но
осознанно подходить действительно, где находится микрофон, какой ракурс и так далее. И можно ли стандартизировать все эти процессы, вопрос. Стандартизировать на государственном уровне, конечно, никто не будет, потому что у конкурсов есть свои организаторы, и это зачастую совершенно разные юридические лица. И вот вопрос у меня еще тоже. Сколько легальная деятельность сомнительных вокальных педагогов, распространившихся? Так, Елена Веленовна у нас зависла почему-то, к сожалению. Сказать. У нас деятельность не запрещена, и онлайн-образование сейчас, оно как бы разрастается, и, естественно, у него были задачи к 2023 году 53 миллиарда как бы объем онлайн-образования, они уже перекрыли этот объем на сегодняшний день за 2020 год. Так что понимаете, да, о чем речь идет. Здесь просто надо смотреть действительно, кто организатор, какое юридическое лицо и кто, какой как бы у этого педагога формат работы. Не надо на личные карточки переводить деньги. У нас же зачастую конкурсы проходят так, что мне жалуются, почему вот мы перечислили деньги на личную карту организатора конкурса. Ну, спросите как бы у себя, почему вы перечислили на личную карту организатора конкурса. У каждого юридического лица есть расчетный счет, и, наверное, надо действительно, как правильно, опять же, коллеги говорят, осознанно подходить и к залам, и к формату учредителя конкурса, и к жюри, и ко всем этим вопросам, какой статус у конкурса. Ну и понятно, что конкурсы бывают разные, и задачи у них разные. Вот я хотела рассказать немножко о нашем этом проекте «Дети в мире старинной музыки», который уже тоже идет более 10 лет, но на самом деле он рождался как некое продолжение фестивалей барочной музыки в Останкино. Ольга Александровна Сосновская там тоже принимала участие, как мы ставили сначала оперы барочные, это мы работали с Московской консерваторией, в том числе вот с Ольгой Александровной и Дмитрием Овчинниковым мы поставили такую барочную оперу «Левлета и Тракола». И потом уже, конечно, у музея и у нас, как у организатора, в общем-то, процессов, связанных с детьми, с развитием, с образованием, с дополнительными возможностями для детей, родилась такая как бы идея, которую мы согласовали с Геннадием Вдовиным, что все-таки позволить детям выступать на этой уникальной площадке. Потом, к сожалению, ее закрыли уже на много лет на реставрацию, и мы, благодаря Ольге Львовне, пришли к ней на ее площадку в галерею Зураба Церетели. Благодарим за то, что нас приняли с этим конкурсом, потому что действительно очень важно, чтобы формат соответствовал всему, в том числе и залу, и обстановке, да, и это будет совсем другая история самих участников, которые будут все-таки это для себя отмечать, особенно дети, которые очень живо на все реагируют. И для них очень важно, насколько атмосфера всего этого процесса соответствует их таким детским запросам. Все хотят немножко в сказке дети жить, поэтому чем лучше для них залы и возможности, тем им приятнее, и на много лет это все сохранится в памяти. Вот. Ну и хочу сказать, что, конечно, технологии развиваются и будут развиваться, и будем как-то вас информировать о том, что сейчас возможно, да, и организаторов в том числе. Вот эта вот платформа, о которой я говорила, ArtPro, она позволяет, в принципе, сделать очень современные, интересные процессы в онлайне, которые помогут организаторам, наверное, поднять уровень всего этого процесса конкурсного, а участникам тоже, соответственно, подтянуться до уровня запросов организаторов. А по стандартизации, ну вот Владимир Иванович и Ольга Александровна, Ольга Львовна и Татьяна Дмитриевна все знают, что, конечно, по тому, как у нас составлено положение конкурса, да, какая вот, условно говоря, есть карта конкурса, да, как бизнес-карта,
также и карта конкурса, да, в положении все написано, что должно быть, какие требования к записи должны быть, если это онлайн, да, какие требования к произведениям, если это вообще любой конкурс, да, и возрастные категории, и репертуар, и так далее. И от этого надо отталкиваться всем участникам, которые принимают, так скажем, на себя ответственность подать заявку. И в первую очередь смотреть на то, что происходит, как бы, когда вы подаете заявку. И общаться больше с организаторами. Чем больше вы вопросов задаете на этапе подготовки своей заявки к отправке, тем лучше. Знакомьтесь заранее со всеми условиями, которые есть на конкурсе. Ну, если есть ко мне какие-то вопросы, я с удовольствием тоже отвечу и постараюсь всем, если необходимо, будет как-то технически помочь и поддержать и организаторов, и участников. Так что обращайтесь. Да. Спасибо, Елена Ильина. Ну, я вам тоже пересылал вопросы от участников. Ну, вот я практически по ним и шла сейчас. Да, я То понял, есть, да. отвечая на 3-й, 6-й, 7-й вопрос, да, 8-й, 9-й. Я так Хорошо, по спасибо. ним Но и пошла. я написал в чате участникам, если кто-то пожелает еще дополнительно задать вопросы по ходу нашей конференции, пожалуйста, пишите. Я нашим спикерам передам эти вопросы. Спасибо, Елена Ильина. Сейчас с нами 75 в эфире участников. Зарегистрированных у нас было 96. Я предполагаю, что, видимо, по 2 или по 3 человека где-то в эфире сейчас находятся. И я с удовольствием все-таки давайте перелетим в город Ялта. Инна Викторовна Финтяпина сейчас с нами на сцене. Да, я вас попрошу включить. На связи. Да, включить микрофон. Инна Викторовна, да, все, вы с нами, пожалуйста, мы вас слушаем. Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Очень Добрый рада день. присоединиться к нашей общей беседе. Очень интересная тема сегодня поднимается, которая меня очень волнует, потому что я представляю здесь, на Крымской земле, 2 замечательных конкурса. Первый конкурс вокального искусства имени Николая Эмилии Полуденных. Он у нас был организован впервые в 2008 году, то есть уже такой многолетний опыт его проведения нам позволяет говорить о каких-то более-менее таких серьезных результатах. Мы проводим этот конкурс в нескольких номинациях. Во-первых, это академический вокал, потому что люди, которым посвящен этот конкурс, всю жизнь они отдали служению именно оперному искусству. Николай Полуденный был народный артист Украины, заслуженный артист России, и его жена Миля Ивановна была заслуженной артисткой России. Долгое время они работали в Самаре, бывшем Куйбышеве, и затем в Днепропетровске на оперной сцене. И поэтому, конечно, первая мысль, организуя конкурс в их память, это была именно организация такого классического академического конкурса. Но обстоятельства нашего Крымского полуострова подсказали, что надо включать еще номинации популярные у нас. Это ансамблевое и хоровое пение и исполнительство солистов в жанре народного пения и эстрадного пения. Вот здесь правильно поднимался вопрос о том, что невозможно представить себе конкурс, в котором разные номинации, но одно представительство жюри. И поэтому хочу сказать, что вот наш конкурс именно заботится о том, чтобы в каждой из этих номинаций присутствовали профессионалы, которые разбираются именно в своем направлении. То есть отдельное жюри у нас работает по каждой из этих номинаций, благодаря чему, как мне, на мой взгляд, качество нашего конкурса удерживается. Вот в течение 12 лет мы проводим очень успешно этот конкурс. Когда он рождался, то он имел статус всеукраинского, и вот сейчас уже 7-й год мы будем проводить его уже в статусе всероссийского конкурса. Конечно же, активные участники – это крымчане, но и постепенно к нам присоединяются соседние к нам регионы. Активно к нам приезжает Краснодарский край, Ставропольский край, Белгородская область, Курская,
Это вот такие наши уже постоянные друзья и участники. Надеемся, что постепенно о нашем конкурсе будут узнавать все больше и больше, и границы его расширятся. В 2020 году были вынуждены провести его дистанционно, так как по техническим условиям не могли принимать. Хочу еще сказать, что конкурс проводится на базе Гуманитарно-педагогической академии Крымского федерального университета, и поэтому такие базовые условия для его проведения у нас достаточно хорошие. И вот вынуждены были проводить его дистанционно. С одной стороны, это был плюс нашему конкурсу, потому что благодаря дистанционному участию к нам присоединились регионы, которые никогда у нас не участвовали, и рамки наши расширились. Но, с другой стороны, очень много было технических трудностей. Мы создавали группу в социальной сети ВКонтакте, где были выложены все видео презентации всех наших участников. То есть это было такое общедоступное мероприятие. Все участники могли просматривать все записи, педагоги, родители, любители вокального и хорового искусства. И затем члены жюри работали у нас в таком, ну, не очень обычном стандарте, потому что мы собирали их в аудитории и непосредственно просматривали видеоматериал в достаточно хороших условиях звуковых и видео, в которых они могли, ну, во всяком случае, более-менее объективно оценить все записи, которые к нам были присланы. Хочу сказать, что вот с одной стороны положительный момент присоединения большей аудитории и возможности увидеть друг друга тем людям, которые редко выезжают на конкурсы для участия в живом формате. Но, с другой стороны, немножечко упал уровень тех, кто присылает свои видеоматериалы. Видимо, считая, что можно не очень качественные видео присылать, но самое главное, не очень подготовленных детей к участию к таким конкурсам. И вот здесь действительно встает очень большой вопрос и проблема ответственности самих педагогов перед тем, кого они записывают и кого, достойного ли ребенка, действительно ли подготовленного, они посылают видеоматериал на конкурс. Потому что, вот, может быть, сложилось какое-то мнение о том, что дистанционные конкурсы, они все такого немножечко менее качественного уровня, скажем. Когда происходит состязание вживую, то педагоги подходят с большим вниманием, с большей требовательностью к себе и своим детям, и более качественно привозят их подготовленными на такие конкурсы. А вот дистанционный формат, он немножечко выбивает из такого качества, скажем, подготовки. И вот, к сожалению, некоторые материалы присланные, они именно не технически, а именно исполнительски были, к сожалению, не того уровня, не того качества, которого бы хотелось видеть на все-таки всероссийском конкурсе. И еще один конкурс, который мы проводим ежегодно, это такой конкурс фольклорного направления, который тоже очень популярен, очень развит у нас здесь, в нашем Крымском регионе. Это фольклорный конкурс «Звени бандура». Здесь представлены у нас в основном вокалисты, исполняющие в народном стиле, работающие. Но еще одна номинация у нас здесь действует. Это номинация академических исполнителей, которые поют также народные песни. То есть точно так же у нас представлены два жюри, которые оценивают исполнителей в таких разных вокальных пластах, в разных номинациях. Этот наш конкурс действует очень давно. Он был впервые проведен еще в 1990 году, и поэтому опыт работы вот с фольклорными коллективами, с народными ансамблями, с исполнителями в народном стиле у нас тоже такой большой опыт уже наработан. Ну, как и небольшую рекламу такую о себе, вот хотелось рассказать о том, что вот наш Крымский регион пытается не отставать от ведущих наших коллективов, от ведущих наших регионов. И
соответствовать своим уровням, своими устремлениями. Вот конкурс «Звени Бандура», он проводился у нас в мае, когда был объявлен карантин полный. И школы не работали, и не работали средние, высшие учебные заведения. И тогда принимали мы видеозаписи тех детей, которые даже их осуществляли в домашних условиях. И вот я по своему опыту могу сказать, так как я дирижер-хоровик и преподаю вокал, могу сказать о том, что вот это было такое очень серьезное испытание для преподавателей и для детей, потому что концертмейстер записывал у себя дома партию фортепиано, отправлялась эта запись ребенку, дома родители максимально пытались освоить с ребенком вот это непростое задание, научить его воспроизводить свой голос под эту запись. И затем уже в домашних условиях записать вот это произведение для того, чтобы отправить его на конкурсную программу. То есть вот в этом моменте были задействованы не только педагоги, концертмейстеры, но и родители, от которых зависело, как они запишут это произведение, в каком качестве, как это будет исполнено. Конечно же, педагоги отсматривали этот материал, и приходилось несколько раз его переписывать, и на родителях лежала очень серьезная ответственность по записи этого материала. Но вот в таких непростых условиях проводился в мае этот конкурс у нас в «Звени Бандура», и тем не менее было очень много участников, и было много участников также тех, которые никогда не участвовали у нас, впервые присылали свои видеозаписи. Так, например, мы познакомились с замечательными коллективами из Курска и Белгородской области, вот исполнителями именно в народном жанре, фольклорном жанре, которые очень интересные записи присылали. И здесь мы еще шли навстречу, потому что принимали записи, которые предварительно были записаны такими коллективами и солистами еще в условиях до пандемии, то есть в концертных условиях. И тогда вот наше жюри отсматривало эти материалы как бы в двух вариантах и по-разному оценивали эти видеоматериалы. Одних именно те, которые прислали концертные исполнения, а других детей, которые именно были сняты вот в таких домашних условиях, такой вынужденной обстановки. Конечно, сейчас мы мечтаем о том, что какие-то будут уже послабления и возможности осуществления нашей обычной работы. И в мае надеемся, что наши конкурсы уже пройдут в живом формате. Вот, дистанционная работа, конечно, в каком-то плане, может быть, продолжится, но все-таки надеемся, что основная работа это будет живой звук, живое общение, потому что очень важно для нас общение с участниками, очень полезны для нас приезжающие педагоги и солисты. И хочу сказать, что в рамках наших вот этих конкурсов двух, которые мы проводим ежегодно, вот конкурс имени Полуденных у нас традиционно проводится в первую неделю ноября, а конкурс «Звени Бандура» проводится всегда в третью неделю мая. И вот в рамках этих конкурсов мы проводим такие научно-творческие встречи, мастер-классы и научно-практические семинары с педагогами и членами жюри, которые обмениваются опытом и помогают педагогам, которые только начинают свой творческий путь, и не только начинают, но и продолжают. Вот, они помогают нам освоиться и в этих вот непростых таких условиях, ну и, конечно же, помогают поднять наш профессиональный творческий и исполнительский уровень. И хочу сказать, что членами нашего жюри являются тоже достойные очень представители, так, например, вот конкурса имени Полуденных. Председатель – это народная артистка Украины Марина Семенова, солистка нашей Крымской филармонии. И очень многие члены жюри – это у нас ведущие педагоги, профессора и исполнители нашей Крымской филармонии. И также мы приглашаем преподавателей наших соседних регионов. Вот здесь поступил вопрос, как работали концертмейстеры
вот в этот период, как они делали запись. Происходило общение педагога и концертмейстера по поводу темпа, по поводу там динамических особенностей. Концертмейстер записывал, присылал на консультацию педагогу эти записи, такие дистанционные. После одобрения педагога уже эти записи пересылались детям, и тогда уже в таком живом режиме, а работали мы с детьми в основном в Вайбере или в Скайпе, то есть происходило такое прослушивание, как тот или иной ученик поет под вот этот присланный аккомпанемент, ну, по возможности корректировалось звучание, и более-менее вот какие-то удачные уже возможные моменты, они уже производились к записи. То есть, ну вот таким образом выходили из этой сложной ситуации, но, конечно, это такой, можно сказать, форс-мажор, который, честно говоря, пусть лучше не повторяется, потому что это такие только экстремальные условия могли заставить нас провести этот конкурс вот в таком формате. Спасибо большое, Инна Викторовна. Спасибо большое. Да, нам приятно быть с вами вот здесь сегодня в эфире. С нами 75 участников со всех регионов России, в том числе вот, с Белоруссии, с Украины. Но мы знаем, что в наших конкурсах принимают участие из других республик, из других сегодня стран, так скажем, бывшего постпространства, да, советского. И, безусловно, вот эти все вопросы, которые вы сейчас поднимаете, которые обсуждаете, очень важны. Важно поделиться со всеми нами, с теми же педагогами, с концертмейстерами, вот этими проблемами, вопросами, которые возникают. Спасибо большое. Инна Викторовна, я передаю слово, сейчас одну секундочку, я передам слово Ольге Александровне Сосновской, президенту Международного фонда «Классика и современность», председателю жюри конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской. Ольга Александровна, пожалуйста, вам слово. Меня слышно? Все в порядке? Да, конечно. Да. Еще раз приветствую всех и хочу сказать такую фразу, заезженную, наверное, как тесен мир. Но, наверное, все-таки музыкально еще теснее. Мне очень приятно приветствовать всех сегодняшних спикеров, потому что со многими из вас мы работали вместе, мы сидели вместе с жюри, мы общались, мы делились опытом. И я уверена, что сегодняшняя конференция тоже принесет большую пользу для всех, кто к ней присоединился. Потому что, знаете, вот наш конкурс в том числе, он является такой творческой лабораторией для всех, когда мы можем поделиться своим каким-то опытом. Как уже говорилось Владимиром Ивановичем, наш конкурс существует уже более 25 лет. Он проводится раз в 2 года, но сейчас в период, так сказать, и пандемии, и в том плюсе, что мы выиграли грант президента, он у нас проводится раз в 2 года в городе Сыктывкаре, и по нечетным годам мы куда-нибудь выезжаем. Мы единственный, наверное, такой конкурс путешествующий, и я шучу в этом плане, что если Магомед идет к горе, то гора сама придет к Магомеду. И в 2013 году, когда нашему конкурсу исполнилось 20 лет, мы имели такую смелость выехать в другие города, такие как Петрозаводск и Красноярск, и провести в ноябре конкурс в Красноярске, в декабре конкурс в Петрозаводске. Это было, конечно, сложно, потому что вы сами знаете, что подготовка конкурса занимает очень много времени. Это не месяц, не 2. Это как только заканчивается очередной, мы начинаем готовиться к следующему. Но для нас это была такая проверка на прочность, потому что и в Красноярске, и в Петрозаводске было огромное количество заявок, более 100. Для солистов это много. Вы знаете, что всех по 2-3 произведения нужно прослушать. И у нас есть такие возрастные категории, как 4 категории от 9 до 11, 12 до 14, с 15 до 17 и с 18 до 21 года. Мы совсем недавно подключили эту группу, у нас раньше было до 20 лет, сейчас у нас включительно по 21 год, чем мы расширили рамки возрастные, потому что нам начали поступать заявки уже от студентов 1-2 курсов консерватории, потому что вы знаете, как помолодел сейчас возраст
солистов. Татьяна Дмитриевна уже говорила о том, что некоторые спорят, а надо ли петь сольно, а не в хоре, допустим, начиная там с 12, с 10 или 14 лет. И я как раз хочу напомнить и о Марии Каллас, которая уже в 12-13 уже солировала даже в оперном театре. Конечно, мы можем сказать, что это же Италия, это же Испания, это же люди, так сказать, более быстрее там созревающие, чисто физически. Но сейчас вы сами знаете, что вот Татьяна Дмитриевна говорила о конкурсе Бориса Штоколова, который проводится в Санкт-Петербурге на базе университета имени Герцена. И там гран-при на одном из конкурсов получил 20-летний бас. Вот насколько помолодела, я еще раз хочу повториться, возраст академического вокала. Сейчас нас просто удивляют эти молодые, быстро созревающая молодежь, которая, вот, допустим, та же Софья Цимбала, она в 17 лет была уже приглашенной солисткой театра Мусоргского, такая лирико-колоратурная сопрано. И можно повторяться и Глеб Перязев, который был нашим гран-при Петрозаводский как раз, да, который уже сейчас уже солист Мариинского театра, и у него впереди огромная перспектива, он уже работает и за рубежом, и везде. Поэтому, конечно, я считаю, что нужно заниматься академическим вокалом сольно, потому что это развивает вокал, я думаю, помогает очень во многом. Развивает дыхание, развивает легкие, чисто повышает интеллект, да, потому что академическая музыка все-таки она отличается и текстами, и содержанием, и мелодиями какими-то своими. Поэтому вот здесь стоял вопрос о том, почему вы отдаете предпочтение, да, только академическому вокалу. Как раз из-за этого, что это прививает вкус, что это не повредит. И я думаю, что как привлечь детей больше к академическому вокалу, это надо водить их на хорошие концерты, на хорошие спектакли в театре. Так, я немножко еще повторю о том, что вот Ольга Львовна Косибород говорила о том, что какие критерии конкурса, да, сколько лет этому конкурсу и так далее. Как раз, будучи когда у нас проводился последний конкурс Чайковского, была организована такая конференция в рамках этого конкурса, который проводил как раз Андрей Алексеевич Устинов в Москве. И как раз говорилось о том, что очень много сейчас возникло конкурсов таких, знаете, однодневок. И мы лично очень гордимся тем, что мы с 93-го года существуем, и мы не выпадали ни в один год проведения. То есть даже сейчас, в эпоху пандемии, мы провели конкурсы, и вы знаете, целый месяц, вот сейчас последний конкурс у нас был в ноябре, целый месяц мы были вместе с участниками, с концертмейстерами, с педагогами, и они говорили, что столько было всего интересного, что целый месяц они жили вместе с нами вот в интернете. И, наверное, это хорошо. То есть есть, конечно, плюсы, есть и минусы. Плюсы в том, что география, конечно, расширилась, значимо расширилась. То есть сюда добавились новые страны, новые города, которые не тратили, допустим, денег на какой-то приезд. Хотя, когда мы проводили конкурс в городе Красноярске, там весь этот Красноярский край, очень многие города, Новосибирск, Кемерово, Новокузнецк, они так были счастливы, что мы сами приехали к ним, потому что вы сами понимаете, что в основном хорошие конкурсы проводит Москва, Санкт-Петербург, и доехать туда, долететь из того же Красноярска 4,5 часа, это достаточно сложно, особенно для детей. И в том числе, вы знаете, у нас как-то в Петрозаводске был член жюри из города Шанхай, и он предложил нам потом, давайте проведем конкурс юных вокалистов в городе Шанхай. И мы долго смеялись над этим, потому что, вы представляете, Шанхай с численностью населения в 20 миллионов людей. Мы думали, что надо проводить уже не такой закрытый городской, и членам жюри приезжать уже, наверное, на второй тур как минимум. Кстати, о турах, да, в том числе одним из критериев, так сказать, стабильности и какой-то определенной высотной планки, это не в один день проходящий конкурс, не в один тур, а как раз когда есть 2
тура, когда участники могут показать себя с разных сторон, своих способностей. И, конечно же, это наличие, если это международный конкурс, то это наличие международного жюри, о членах жюри можно почитать в интернете, посмотреть, чем они занимались всю эту жизнь, какие они были певцы, если это конкурс академического вокала, да. И в том числе, как говорил Андрей Алексеевич Устинов, так, опять-таки повторюсь к нему, он говорил, что это размер премий, это кто учредители является этого конкурса, периодичность проведения, какие буклеты, цветные или их вообще нет, и, конечно же, какие потом, после конкурса, еще мы не закрываемся, а мы еще даем отчет о нашем конкурсе, как мы его проводили. С нами работают газеты «Музыкальное обозрение», сразу же после итоги в прессе мы пишем, также «Музыкальный клондайк» газета. И вот это является как раз показателем. И не 2-3 человека в жюри, но в международном конкурсе, который какую-то статусность все-таки имеет, я думаю, что это не менее хотя бы 7 членов жюри. Также у нас в рамках конкурса проводятся мастер-классы наших членов жюри. И в этом году, когда мы проводили конкурс заочно, конечно, была своя сложность, но все члены жюри были открыты для общения со всеми участниками, и любой мог записаться на урок к любому члену жюри и договориться о времени, и получить советы. У нас в нашем конкурсе, вы знаете, участвовали, я о чем хотела еще сказать, что на нашем конкурсе есть такие призы, помимо финансовых призов, такие как мастер-классы, допустим, на Тенерифе у Светланы Афониной, одной из членов жюри, которая живет в Швейцарии, и она на Тенерифе ежегодно в сентябре месяце, по-моему, осенью проводит мастер-классы, куда приезжают участники со всего мира. Также в Москве у нас существовала такая студия школа, частная школа канта. Ее организатором является профессор музыкальной академии Моцартеум из Зальцбурга, из Австрии Марио Диас, куда тоже мы награждали некоторых участников нашего конкурса, которые занимали призовые места, мастер-классом у Марио Диоза. Это 2 или 3 урока. Вы знаете, для некоторых, кто не может действительно выехать куда-то за рубеж, это было просто огромным подарком, я считаю. Также у нас и Симоне Марциали, который дирижер, пианист, коуч, он тоже давал такие призы. Это 5, допустим, уроков кому-то, он сам выбирал, кому он хотел из наших участников конкурса, который живет во Флоренции, и он мог помочь нашим участникам в плане стиля итальянской музыки, в плане произношения, не только итальянской, немецкой, да, чего, собственно говоря, очень много бывает не хватает нашим исполнителям, потому что не все могут учиться в Москве или в Санкт-Петербурге, где есть профессура такая, которая может этому научить. А есть у нас очень такие талантливые дети из каких-то дальних уголков нашей страны, у которых потрясающие данные, но у них, допустим, не хватает стиля. И в этом плане, когда мы можем им подсказать что-то, это очень важно. Когда мы можем как кому-то помочь дальше с поступлением, когда мы даем рекомендации, когда мы следим за всеми нашими лауреатами, которые добиваются больших успехов, которые избирают своей профессии именно академический вокал, идут по этой стезе, это очень важно. Также я хочу сказать, что впервые мы тогда начали проводить, как сказать, интернет-голосование. То есть мы записываем все туры наших участников и выкладываем их в YouTube и на сайт нашего конкурса, и весь мир может посмотреть выступление и отметить понравившегося ему участника. И здесь уже, понимаете, приз зрительских симпатий ни члены жюри сюда не имеют никакого отношения, ни педагоги, хотя педагоги, может быть, тоже могут голосовать. И вот до 8 тысяч голосов получали у нас
победители зрительских симпатий приза, это, наверное, очень важно. За 20 лет, как бы я хотела сказать, что мы более 20 уже лет существуем, нам уже есть кем гордиться нашими лауреатами. Также хочу сказать о том, что действительно, вы знаете, сейчас очень много возникает, когда конкурсы разных направлений, и вот ты удивляешься, там действительно и танцуют, и поют, и меня особенно удивляет, знаете, такие объявления в интернете, когда учу академическому, джазовому, народному, там еще какому-нибудь эстрадному вокалу одновременно. То есть, конечно, это смешно, потому что, наверное, каждый должен быть специалист в своей области. Я никогда не возьмусь преподавать народный вокал, потому что я являюсь оперной певицей и буду пропагандировать то, что я умею делать хорошо. И я думаю, что это относится ко всем. Конечно, мы дружим со всеми конкурсами, и хочется, чтобы эта дружба продолжалась, и мы делились своими впечатлениями и рассказывали друг о друге. Вот я думаю, что сегодня очень многие узнали о прекрасных конкурсах, о которых рассказывала Инна Викторовна в Ялте, да, которые проводятся. И теперь, я думаю, что теперь гораздо больше заявок поступит на ваш конкурс. Это действительно здорово. Так, что я еще хочу сказать? У нас еще в нашем конкурсе есть такая номинация, как «Лучшее исполнение произведения композиторов того региона, в котором проводится конкурс». То есть если мы проводим наш конкурс в Республике Коми, то это на лучшее произведение композиторов Республики Коми. Если мы проводили в Красноярске, то, значит, Красноярского края. Если мы проводили это в Петрозаводске, то, значит, Карелия. То есть это сподвигает еще и... мы узнаем больше о тех композиторах, тех краев, которых мы, допустим, не знали. И сейчас я знаю, что, допустим, произведение нашего композитора Валентины Брызгаловой, которая отсюда родом из Республики Коми, поют уже по всему миру. Вы можете посмотреть репертуар, мы никогда не прячем, у нас есть на сайте даже определенная специальная такая, как сказать, база, где вы можете посмотреть, ноты мы выкладываем всех участников. То есть вы можете оттуда что-то скачать для себя. И здесь вот есть как раз вопрос, задавались, да? Сейчас. Так. Какой исполняемый репертуар вы бы хотели слышать на конкурсах в номинации «Академическое пение»? Естественно, соответствующим возрасту ребенка, способностям ребенка. И чтобы это не было, как говорила Ольга Вовна, «Царица ночи» или там, я не знаю, на одном из конкурсов в Ленинградской области, я была в городе Всеволожске, там девочка 13 лет пела из оперы Хованщины «Гадание Марфы». Но это как бы действительно выглядело смешно. Поэтому подбирайте репертуар соответственно возрасту, соответственно возможностям исполнителя. И одна из рекомендаций, посмотрите, у нас ведь выложены вся информация, кто что пел, в какие годы на протяжении всех проводимых нами конкурсах, и вы можете там посмотреть сопрано или баритон, или в своей номинации какой-то возрастной, и что-то для себя поискать. Так. Наши вот эти вот видеоконференции, я думаю, что они очень нам помогают тоже поднять какие-то определенные проблемы. И вы можете задавать вопросы, мы будем на них отвечать. Я думаю, что конкурсы наши все должны быть интересны не только участникам, но и, конечно, педагогам и концертмейстерам. И в этом году мы впервые будем проводить лекции и мастер-классы концертмейстеров, ведущих концертмейстеров. Я думаю, на сайте вы можете посмотреть и фамилии их и так далее, потому что это тоже очень важно. Потому что, особенно когда мы говорим о детских конкурсах, здесь нужно настолько аккуратно обращаться с детьми, не заглушать их, не играть громко, чтобы они не форсировали. Конечно, сейчас в эпоху пандемии очень сложно было соединяться концертмейстером и исполнителем. И
во многом даже сейчас, знаете, как бы был такой конкурс акустик каких-то, потому что кто-то записывался дома, кто-то записывался в хорошем храме, в хорошем зале с хорошей акустикой. Конечно, в этом сложность, но есть плюсы, то, что действительно можно переписать несколько раз эту запись. Также про записи здесь был какой-то вопрос о том, что делать, что... Сейчас. Как же записывать, если они так волнуются, наши дети, да? Я думаю, что надо порекомендовать, во-первых, как говорила уже Татьяна Дмитриевна, выбирать хорошую акустику, пытаться все-таки находить какую-то возможность, чтобы голос украшался, чтобы он не звучал так матово, потому что будет звучать не так объемно. И стараться, чтобы дети не волновались, записывать как можно больше тогда. Или если есть сейчас такая возможность, сейчас уже как бы не такие жесткие меры в эпоху пандемии, надо выступать больше перед своими знакомыми, перед друзьями, перед одноклассниками, больше, чтобы они поволновались. Ну и также, как говорила тоже Ольга Львовна, я тоже поддерживаю, что несмотря на то, что это видеозаписи, все-таки нужно комплекс был, чтобы это не только пелось, но и смотрелось. Потому что когда очень много выходит, знаете, чуть ли не в сапогах, и в кроссовках, и в мятых каких-то штанах, знаете, для меня это тоже как бы, ну, сразу, я думаю, что человек, наверное, не настолько уважает искусство, потому что выйти на сцену в сапогах или в куртке для меня это как бы, ну, непотребно. Так, какие вопросы еще, может быть, есть у вас, да? Ольга Александровна, если будут какие-то вопросы, да, еще наши участники их зададут, поэтому, в принципе, мы подходим к концу. Так, вот тут задали вопрос такой, что кто-то знает конкурс для эстрадного вокала, где 7 профессиональных членов жюри. Ну, если не 7, то 5, но вообще, наверное, мы аккумулируем здесь внимание на академических жанрах. Вот, эстрадных конкурсов достаточно много, их в интернете можно и нужно искать. Нам в свое время предлагали тоже сделать, и у нас были в планах сделать эстрадный конкурс, детский эстрадный конкурс. Но вот пока остаемся в своем жанре, в своей линии, не размазывая, так скажем, силы. Да, Ольга Александровна, конечно. Можно я немножечко добавлю? Я немножко забыла сказать о том, что я являюсь членом жюри уже многие годы конкурса юных вокалистов в Кохтаярве в Эстонии. И, к сожалению, вот эти 2 года он тоже не проводился в связи с пандемией. Но я хочу просто рассказать о нем, потому что если кто-то еще собирается куда-то поехать, поезжайте туда, потому что там не только это конкурс академического вокала, но там еще есть такие номинации, как ансамбли, дуэты, трио, секстеты и так далее, да, и хоры в том числе. Это очень интересный конкурс, и я вам рекомендую туда поехать. И плюс сейчас еще там добавлена такая номинация, как детский театр. То есть вот я знаю, что из Ижевска, из других каких-то городов туда приезжали целыми автобусами большими, да, и показывали театральные какие-то нам маленькие такие спектакли или сценки из спектаклей, там тоже ограничено во времени, там 15 минут, допустим. То есть это действительно очень интересно для юных вокалистов. Я вам рекомендую поехать туда. Спасибо большое, Ольга Александровна. Ну, друзья мои, если позволите, я со своей стороны, как все-таки организатор международного конкурса юных вокалистов на приз Ольги Сосновской, тоже коротко постараюсь ответить на некоторые вопросы организационные. Ну, первый вопрос. Филиппова Ольга Анатольевна из Москвы задает вопрос, как сделать более качественную запись на дистанционный конкурс. Тут очень много об этом говорилось сегодня. Сейчас, одну секундочку, Ольга Александровна. Если вы позволите, я вас попрошу выключить звук. Да, все, кажется, я это самостоятельно сделал. Так, сейчас, одну секундочку, все правильно, да. Продолжу. Мы в нашей практике сегодня на нашем конкурсе сделали следующее. Так, понятно. Сейчас, извините, пожалуйста, сейчас я одну секундочку пытаюсь
попытаюсь сделать следующее. Я сейчас включу вид галереи, максимально все будут на экране. Вообще, пожалуйста, подключайтесь, выходите с видео, потому что мы заканчиваем. Обязательно в конце нашей встречи сделаем наше традиционное селфи, наш традиционный скрин, фотографии, где будут все. Поэтому давайте я коротко сейчас продолжу, а вы посмотрите друг на друга, ну и послушайте все-таки, может быть, какие-то ответы касаемо именно нашего конкурса. Еще раз повторю, для того, чтобы удержать уровень конкурса, и чтобы не было каких-то споров и так далее, мы сделали некий такой регламент, условия, обязательно условия именно видеозаписи. Да, это участник полный рост, да, это концертмейстер должен быть слышен, да, в обязательном порядке никаких звуковых дополнительных эффектов, микрофонов и так далее. Я думаю, что эти требования достаточны для исполнения, но тогда все оказываются более-менее в равных условиях. Это вот такой короткий вопрос. Эти требования к видеозаписям на наш конкурс, они вывешены на сайте конкурса. Пожалуйста, посмотрите. Я думаю, что они могут подойти вообще к любым конкурсам. Единственный момент, который мы обязательно оставляем для нашего конкурса, это обязательное условие. Перед началом выступления сам участник должен озвучить дату записи. Сами понимаете, для чего, да? Чтобы какую-то старую запись, предыдущую с другого конкурса и так далее, вот, этот участник не мог использовать, чтобы все оказывались в равных условиях. Потому что здесь задаются вопросы, какие сложности, какая разница в дистанционном или в очном формате. Безусловно, очный конкурс – это самое лучшее, самое верное и самое надежное. Да? Но для того, чтобы были максимально все в равных условиях, нужно и условия соблюдать. Еще один вопрос, который задала Республика Беларусь, Пекарская Ирина Владимировна. Есть ли оставшиеся неразрешенными проблемы у организаторов вокальных конкурсов в современном формате дистанции? Ну, безусловно, проблемы остаются. Самое главное, это для детей. Мы их лишаем, и участников, да, и родителей, и педагогов, лишаем возможности личного контакта, личных взаимодействий. Ну и потом мы с вами все прекрасно знаем, мы все профессионалы, что когда мы выходим на сцену, это одно чувство и совершенно другое, и порой очень сложное ощущение для ребенка, если, да, когда он поет на камеру. Это новое чувство, оно очень сложное. Мы можем рекомендовать, пожалуйста, посадите за камеру несколько человек, сколько угодно, да, чтобы человек, ну, ребенок почувствовал себя более-менее комфортно. Но в этом есть плюс, вы можете перезаписать, сделать эту запись несколько дублей, взять, так скажем, самый лучший вариант. Но опять же, возвращаясь к нашим условиям, к нашим требованиям, 2 произведения в первом туре, 3 произведения для старших групп во втором туре, это должно быть записано одним дублем в одном файле, не разные какие-то записи. Считайте, что вы оказались в очном формате конкурса, ведь это так происходит. Поэтому давайте, безусловно, соблюдать вот эти, во всяком случае, наши требования. Еще один вопрос. Чекушкин Александр Александрович, Республика Беларусь, Могилев. В чем заключаются основные трудности проведения именно вокальных конкурсов дистанционно, в отличие, например, от конкурсов инструменталистов? Ну, честно говоря, я думаю, вы со мной согласитесь. Какая разница? Наверное, практически никакой. Человек должен играть, должна быть хорошая запись, человек должен петь, должна быть хорошая запись. Кстати говоря, к вопросу о качественной записи и вообще о форматах, вот тоже тут задается вопрос, можно ли, предположим, проводить конкурсы в онлайне. То есть члены жюри сидят, в этот момент, да, участники выходят и исполняют свои произведения. Ну, во-первых, технически, конечно, это очень сложно сделать, вы все прекрасно понимаете, потому что участники не могут собраться в одном городе. Даже если члены жюри в одном городе вдруг соберутся, то участники в разных городах. Опять же, все в разных абсолютно условиях, поэтому вот я как организатор именно, да, как и технический, так скажем, директор многих вопросов, я не вижу разницы очный формат, онлайн-формат вот этого прослушивания или записи, чисто с технической стороны. Ну, а дальше, понимаете, все зависит от качества вашей аппаратуры, которая будет пускать в эфир вашу запись. Еще вопрос, на который, может быть, я позволю себе ответить. Шарова Марина Николаевна, город Москва. Какие, на ваш взгляд, положительные и отрицательные моменты? Так, ну, это повторение, извините, пожалуйста.
Матвеева Людмила Петровна, город Тула. Спасибо за вопрос. Перспективы развития международного конкурса на приз Ольги Сосновской. Самые замечательные перспективы, потому что мы с вами, мы здесь встречаемся, мы обсуждаем, мы делимся, обмениваемся опытом, мнениями. Я думаю, что это самое главное, поэтому вот благодаря вашему участию в том числе, да, и наш конкурс тоже развивается. Ну а мы стараемся всегда что-то включить, что-то новое, интересное и полезное для вас. Кстати говоря, к вопросу о курсах повышения квалификации. Да, прозвучал, нам задавали вопрос, а можно ли получить конкретно сертификат для концертмейстеров. Ольга Александровна уже сказала, в этом году, да, мы планируем провести курсы повышения квалификации в рамках конкурсных дней и для концертмейстеров, для педагогов и для концертмейстеров. В состав нашего жюри сегодня входит профессиональный концертмейстер Мариинского театра Анатолий Кузнецов. Кроме этого, сразу хочу сказать, в лекциях, курсах повышения квалификации, в мастер-классах будут принимать участие еще 2 профессиональных концертмейстера, которые как раз будут рассказывать, будут демонстрировать, и это войдет в ваши часы по курсам повышения квалификации. Передавайте своим концертмейстерам, я думаю, что они будут тоже заинтересованы в этом. Согласитесь, что стоимость вот этого сертификата, вот этих курсов в дистанционном формате совершенно невысокая, потому что основную нагрузку финансовую берет на себя наш конкурс, Центр повышения квалификации, с которым мы сотрудничаем, благодаря которому проходит сегодняшняя наша конференция. Центр несет минимальную нагрузку финансовую. Поэтому, милости просим, приглашаем вас. И еще один вопрос, который, вот, наверное, я должен на него ответить. Прокофьева Юлия Владимировна, город Кемерово. Какие наиболее... На что обращает внимание организатор? Так, является вступительный взнос гарантией качества конкурса. Ну, я думаю, что гарантии качества он не может быть, потому что стоимость складывается ведь из разных. Кто-то от балды просто, да, стоимость включает. Так, одну секундочку, я у кого-то выключу микрофон, чтобы у нас не было параллельного звучания. Так, да. Вот. Здесь все равно нам задают вопрос, ну как, такая сумма, например, на наш конкурс 4500 рублей. Но вы не забывайте, во-первых, работа жюри должна быть оплачена. Да? Кроме этого, те же эфиры, тот же Zoom, вот мы сейчас сидим с вами более часа, да, уже, не 40 минут, да, как по бесплатному тарифу, а как платному, мы можем с вами общаться несколько часов подряд, это тоже стоит денег. Я могу вам рассказывать очень много подробностей по финансовым вопросам, которые возникают у организаторов, да, ну, чтобы вы не задавали каких-то таких и не возмущались подобными взносами. Да, очный формат у нас, например, вот стоил 3500, заочный сейчас 4500. Ну, во-первых, это в любом случае удобнее для тех, кто находится в других регионах, в других городах, это безусловно. Плюс, еще раз говорю, все наши мастер-классы, все наши лекции, все наши конкурсные прослушивания, все наши гала-концерты, открытия, они все в открытом доступе в онлайне на нашем канале конкурса. Поэтому, друзья мои, это нас может объединять. Мы получили вот сейчас, после прошлого конкурса, который проходил в 2020 году в ноябре, мы его называем сыктывкарский конкурс, но это был первый дистанционный для нас опыт, очень серьезный, сложный, мы очень волновались, у нас все получилось, слава богу, все было хорошо. И именно после этого конкурса мы сделали вывод, что это тоже может быть. И плюс огромный, безусловно, что он значительно расширил географию конкурса. Поэтому участвуйте, смотрите, привлекайте. Андрей Алексеевич Устинов просил передать вам всем огромный привет. Вот еще раз извинялся, вот мне сейчас звонил, что не смог принять участие в нашей конференции, но приглашал вас на сайт Ассоциации музыкальных конкурсов России, где в 2005 году, когда мы стали первый раз членами этой ассоциации, было 60 участников, 60 конкурсов российских. Сегодня там более 200 конкурсов. И с этим можно познакомиться. Они совершенно разных жанров, хоровые, инструментальные, вокальные и так далее. Елена Вильевна Лащенко, да, руководитель, организатор, основатель ассоциации музыкального клондайка, арт-центр. У нее на сайте тоже достаточно много различных, совершенно разнообразных, разножанровых конкурсов. Это как раз те блоки, где можно получить максимум информации. Вот. И не случайно мы с ней дружим очень много лет. Спасибо большое, Елена Вильевна, за это. Так. Еще один момент, который я хочу озвучить, друзья мои, это и для участников конференции, и для тех, кто планирует, может быть, принять участие в нашем конкурсе или у ваших конкурсы. Вступительный взнос.
как его оплачивать? Раньше мы всегда принимали вступительный взнос только на расчетный счет, вышли в банк, оплачивали его, да, и затем мы его получали на расчетный счет. Мы принципиально не принимаем расчетный счет на личные карточки организаторов конкурса, кого-то из членов оргкомитета. Мы подсоединились к программе PayKeeper. Это достаточно серьезная программа. На нашем сайте вы в разделе любого из наших сегодняшних и прошлого 2020 года конкурсов найдете оплата вступительного взноса. И там есть вариант, вы с своей личной карточки оплачиваете взнос, и он поступает сразу к нам на расчетный счет, на банковский расчетный счет. То же самое, как вы делаете любые покупки в онлайн. Принцип тот же самый. Кроме этого, безусловно, мы оставляем вариант оплаты взносов по договору, то есть если участники конкурса, их учреждения, детские музыкальные школы, да, по юридическому договору могут оплачивать взносы, они тоже остаются. Варианты, примеры, так скажем, проекта этих договоров тоже есть на нашем сайте. Ну и последнее, может быть, что я должен вам сказать, друзья мои, это то, что Ольга Александровна озвучила. Спасибо, Татьяна Дмитриевна сказала очень много добрых слов в адрес нашего конкурса. Вы с нами уже с 1990, по-моему, 6-го года или 98-го еще в Инте, в Северной Инте вы приезжали к нам, мы с вами замерзали в гостинице, и народный артист России конопатил окна, потому что было безумно холодно в дни проведения конкурса. Вот такие приключения у нас с вами у всех, безусловно, случаются, но самое главное, что дети с удовольствием принимают участие. Да, безусловно, кто-то расстраивается, потому что он не становится победителем, и наша с вами задача педагогов, в первую очередь концертмейстеров, поддержать их и объяснить, что участие – это тоже очень большой шаг вперед. И вот наш фонд «Классика и современность» уже выиграл 5 грантов фонда президентских грантов. 2 из них как раз именно на конкурс юных вокалистов. В 2018 году конкурсу исполнилось 25 лет, и фонд президентских грантов поддержал наш юбилейный проект. Сейчас при поддержке, опять же, фонда президентских грантов мы проводим вот этот крупный проект. И при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках национального проекта «Культура» мы проводим в 2019 году, мы были, еще раз повторюсь, в Красноярске и в Санкт-Петербурге. В 2020 году мы должны были быть в Сыктывкаре и в Краснодаре. В Сыктывкаре осенью, в ноябре месяце мы провели дистанционный формат. Сейчас наш очередной конкурс состоится в Краснодаре. В каком плане в Краснодаре? Мы проведем там открытие конкурса. Это тоже будет транслироваться в интернете. Затем 2 дня мастер-классов. Члены жюри, которые приедут в Краснодар, будут давать мастер-классы. Затем прослушивание дистанционное. И закрытие конкурса «Гала-концерт лауреатов» мы планируем тоже провести в Краснодаре 25 апреля. Поэтому, друзья, принимайте участие, будьте с нами. Последний конкурсный финальный этап этого нашего крупного проекта при поддержке фонда президентских грантов пройдет в Москве. В Москве с 31 октября, по-моему, с 30 октября по 5 ноября 2021 года. Это будет очень крупный конкурс. Он будет не 6 дней традиционно, а 7 дней. Мы будем рады вас видеть. И я очень надеюсь, во всяком случае, мы постараемся все сделать для того, чтобы этот конкурс прошел в очном формате, безусловно. Ну и сразу скажу о том, что открытие конкурса и закрытие конкурса московского финального этапа проекта будет проходить в Рахманиновском зале Московской консерватории. Поэтому к вопросу о том, что сегодня наши спикеры озвучивали, что где наши дети будут петь, в каком зале и как это будет их вдохновлять, мы постараемся сделать именно все самое лучшее для того, чтобы наши дети, победители, именно почувствовали, ради чего они занимаются этим замечательным, красивым искусством. Я сейчас сделаю наше с вами традиционное селфи. Так, сейчас закрою, так как тогда девушки сразу стали прически наводить, да, друзья мои, ну, правильно, а как же иначе? Так, сейчас одну секундочку закрою, сейчас закрою лишний экран, хочу, чтобы мы все видели, так, сейчас одну секундочку, извините. Так, что мне нужно сделать, чтобы это закрыть лишнее? Так,
Так, вот мы все здесь. Сейчас я сделаю красивый скрин, поэтому будьте добры, оставайтесь все красивыми, улыбайтесь. Так, я нажму сейчас на кнопочку. Так, 1, 2, 3, снимаю. Ну, на всякий случай еще раз, да, попробуем. 1, 2, 3. Да-да-да, все, снимаю. Друзья мои, всем огромное спасибо. Так, стоп, секунду. Вот сейчас второй экран. Не все 74 человека вошли в один скрин. Я сейчас должен... Подождите, да, друзья мои, давайте все-таки дадим возможность всем попасть на этот снимок. Так, сейчас. Это для нас, для нашего фонда тоже отчетный снимок, поэтому все улыбаемся красиво. Сейчас, одну секундочку, я скрин должен вставить, скопированный, и заняться другой фотографией на следующем кадре. Так, друзья мои, сейчас, секундочку. Чуть-чуть потерпите, 1 минуту. Я уж так по-свойски к вам обращаюсь. Ну, компьютер тормозит, извините. Так, хорошо. Так, вставляю фотографию. Здесь у нас, ну, где все? Ну, так, раз, фотография, отлично. Сейчас возвращаюсь к вам. Так, это у нас второй экран. Вот здесь Ольга Александровна, да, я думаю, где же она у меня была? Вот, теперь я вижу на втором экране. Следующий кадр, начиная от Людмилы Матвеевой, кончая Татьяной Власовой, снимаю. Так, сейчас я его ставлю в файл. Так, следующее. Ага, и еще у нас 3-я страница. Так. Так, внимание. Снимаю. Я фотограф сегодня. Все, я скопировал. Я все вставил. Фотографии я потом выложу, у нас в отчете будет, в группе ВКонтакте, у нас на сайте конкурса эти фотографии будут, вы можете для себя тоже их скачать, если будут какие-то огромные просьбы, специально вышлем. Елена Витальевна, Елена наша Якубина, секретарь конкурса, с вами со всеми на связи. Сертификаты вы сможете получить у нее по электронной почте. Я вас прошу, если вдруг какая-то будет с нашей стороны задержка, вы нас не торопите, в течение следующей недели сертификаты мы вам вышлем. Если вдруг вы не получили сертификат, обязательно напишите об этом нам, мы все это продублируем. Вот. И напоследок я вас хочу всех еще раз поздравить с этой нашей встречей, поблагодарить за эту замечательную встречу. На самом деле все было здорово. Вот я вижу комментарии, спасибо огромное, спасибо организаторам, спасибо Ольге Александровне, Елена Виленовна, все, Ольга Львовна, Инна Викторовна, Татьяна Дмитриевна, всем огромное спасибо. Ну, а для чего мы должны принимать участие в конкурсах, я сейчас вам продемонстрирую на общем экране, и на этом с вами прощаюсь, друзья мои. Ciao ragazzi, siete pronti per il concorso? Ребята, всем привет! Меня зовут Мария Крылова, я сопрано. Я участвовала в конкурсе юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в 2012 году. Тогда для меня это был первый серьезный юношеский конкурс в 2 тура с высококомпетентным жюри, с мастер-классами, поэтому даже само участие я воспринимала как большую удачу и возможность научиться чему-то новому. В 2014 году я уехала в Италию, поступила там в консерваторию имени Арканджело Корелли в городе Мессина, с большим успехом ее закончила, и после окончания мне повезло заниматься с такими выдающимися певцами современности, как Мариэлла де Вия, Пьетро Балло и, например, Димитра Теодосиу. В настоящее время я живу и работаю в Италии, чему, собственно, очень рада. Так что, ребята, участвуйте вообще в конкурсах, ведь только конкурсы дадут вам необходимую закалку, и потом главное не победа, а опыт, который вы извлекаете из того или иного конкурса. Так что ничего не бойтесь, дерзайте и вперед!
удачи или in bocca al lupo, как говорят в Италии. Пока. Вот такое приветствие нам Ciao ragazzi, посылает siete pronti per il concorso? наша участница, которая когда-то в каком-то году очень давно принимала участие в нашем конкурсе. Сегодня она, да, как она сказала, она сегодня живет и работает в Италии. Ну, я думаю, что все смогут найти себя в этом замечательном искусстве. Друзья мои, всем огромное спасибо. До свидания. Ciao ragazzi, siete pronti per